Настоящий праздник спорта. В Усинске прошел 6-й межрегиональный турнир по хоккею на Кубок Лукойл Коми. Участие в нем приняли команды из Усинска, Ухты и Архангельска. В северный город приехали и обладатели Кубка прошлого года – хоккеисты из Перми. Дарья Вологжанина о том, как все проходило. Шестой межрегиональный турнир по хоккею на Кубок Лукойл Коми открыли театрализованным представлением артисты Сыктывкара и Усинска, воспитанники местных секций хоккея и фигурного катания. Для всех усинцев и гостей города хоккейный турнир – большой праздник спорта. Трибуны Ледового дворца Югдем переполнены. Поболеть за своих и насладиться качественным хоккеем усинцы пришли семьями. Благодаря компании «Лукойл» у нас сегодня с вами настоящий, замечательный спортивный праздник. Многие годы развитие спорта в Усинске и в селах муниципалитета поддерживает компания «Лукойл Коми». Мы продолжаем создавать условия для занятия спортом. Буквально за последние пару лет мы выстроили спортивные площадки, прежде всего в селах Усинского региона. Это Колва, Захарвань, Денисовка, в самом городе Усинск. Я думаю, мы продолжим эту здоровую традицию. И в этом году построим такую же площадку на Игбоже. И, я надеюсь, приступим к строительству нашего лыжного центра. Участникам, командам хочу пожелать, чтобы вы смогли показать все, что вы умеете, все, на что вы способны. Интересные игры. И действительно, пусть победит сильнейший. Уже по традиции Александр Голованев и Николай Такаев вручили юным хоккеистам новые клюшки в подарок. Наши ребята, юные спортсмены, мы желаем вам успехов на вашем спортивном пути. Впервые соревнования на призы Лукойл Коми прошли в 2016 году. Тогда победили хоккеисты из Нижнего Новгорода. Следующие турниры ознаменованы борьбой нижегородцев и усинцев. В 2017 году кубок завоевали хозяева. В 2018 и 2019 годах главный трофей оставался за Нижним. Далее 2 пандемийных года. Огромный перерыв. И вот большой хоккей снова в Усинске. В прошлом году заветный кубок уехал в Пермь. Спустя год пермяки решили вновь показать себя. В первый день сыграли с дебютантами турнира командой из Архангельска. Матч проходил при серьезном игровом преимуществе новичков. Если на первый перерыв разница в счете была не столь ощутима – 4-1, то к финальному свистку пермякам до архангелогородцев было далеко – 11-2. Интересный турнир, сильный уровень. Да. Считаю, что команда наша проявила себя достойно, интересно. По организации есть что взять на вооружение. Республиканское дерби началось с атак усинской команды. Шайба всю игру была под пристальным контролем северян. Грамотная стратегия и победный настрой помогали усинцам даже в моменты, когда на льду их оставалось всего 3. На табло финальный счет 11-1. Усинск одержал верх в игре с молодой командой Ухты. Градус накала в третий день еще выше. В первом матче третьего игрового дня встретились аутсайдеры, не одержавшие до тех пор ни одной победы. Команды Перми и Ухты. В общей сложности за матч в воротах шайба побывала 20 раз. Счет 12-8. И чемпионы прошлого года пермяки увозят домой бронзу. Усинск и Архангельск к последнему дню соревнований подошли со 100% результатом по количеству очков. Полные трибуны дворца Югдем, свободных мест нет. Первая шайба матча все же за усинцами. Череда удалений и игроков Усинска на льду снова 3, как в той самой игре с ухтинцами. Архангельск воспользовался моментом, и в ворота хозяев полетел точный бросок. 1-1 после первого периода. В начале второго отрезка матча Усинск снова вышел вперед. В воротах соперников оказались еще 2 шайбы – 3-1. Напряженным выдался третий период. Шайбы залетали то в ворота хозяев, то гостей. Усинцы больше атаковали, поморы умело оборонялись и остро действовали на контрвыпадах. К середине заключительного третьего периода 4-3 в пользу Усинска. Зато в концовке усинцы забросили еще дважды, чем доказали звание победителя.
каждым годом и организация турнира, и даже болельщики как слаженнее болеют, что ли, за нас. И от этого еще приятнее играть и выигрывать. С прошлого года межрегиональный турнир на призы «Лукойл Коми» включен в официальную статистику Федерации хоккея Республики Коми, а значит, турнир имеет официальный статус. В разных номинациях организаторы отметили лучших игроков. Победителям и призерам вручили кубки, медали и денежные сертификаты от «Лукойл Коми». Розыгрыши призов прошли и среди болельщиков. Самые удачливые ушли с игры не только с неизгладимыми впечатлениями, но и с сертификатами в магазин бытовой техники.